Салям, друзья мои! Вас приветствует Саваромат, вы на канале Total War и История. И сегодня мы будем рассказывать о киргизском каганате, об истории одного из наших ближайших дружественных к нам народов, представители которого в 1236 году защищали границы Руси от монгольского нашествия. Вот спорим, вы про это не знали? Киргизы принадлежат к числу древнейших народов Средней Азии. Из народов, которые живут в Средней Азии в настоящее время, нет, наверное, ни одного, название которого так рано встречалось бы в истории. Первым по времени памятником китайской официальной историографии является исторический записки Сыма Цяня, отца истории в Китае, закончившего свой труд в 99 году до нашей эры. По словам Сыма Цяня, хунны на севере подчинили себе царство Гэгунь в 201 году до нашей эры. Как сами китайцы, так и европейские ученые сближают эту транскрипцию с другими, которые употреблялись китайцами для обозначения киргизов. Так что известие о событиях 201 года до нашей эры должно быть признано первым историческим упоминанием о киргизах. Китайцы помещали страну киргизов к северу от Усуни, к западу от Хунну и к югу от Динлинов. Местоположение Усуни и Хунну хорошо известно. Центром владений Усуни был район озера Иссык-Куль. Хунну кочевали в нынешней Монголии и Ордосе, а Динлины – это загадочное племя, о происхождении которого ведутся нескончаемые споры. По мнению большинства ученых, они являлись представителями древней европеоидной палеоазиатской расы. Есть и более конкретные указания о стране киргизов. 7000 ли на запад от ставки хунского Шаньюя на Архоне и 3000 ли на север от владения Чеши в западном крае. Ныне это Синьцзян. Все это указывает на верховье Енисея, на Минусинскую котловину, один из древнейших районов земледелия, скотоводства и металлургии в Азии. Китайцы сообщают, что киргизы перемешались с динлинами, и, вероятно, поэтому в описании внешности киргизов китайскими источниками отмечаются рыжие волосы, румяное лицо и голубые глаза. Арабский географ Гордези тоже сообщает, что киргизы обладают красными волосами и белой кожей. Вам это ничего не напоминает? Мне это очень напоминает легенды о внешности Чингисхана, который тоже имел густую бороду и серые голубые глаза. Язык киргизов, по сообщениям китайских и арабских источников, тюркский. У нас почти нет сведений о древнейшем периоде истории киргизского народа, кроме сообщений китайских хроник о том, что в 99 году до нашей эры полководец Ли Лин перебежал к Хунну и был награжден Шаньюем за заслуги владением Хагас. Именно этим словом впоследствии китайцы обозначали киргизов. Нетрудно заметить, что Хагас, народ Хагас, проживает в районе Минусинской котловины и сейчас. Это хакасы. И да, они являются ближайшими историческими родственниками киргизов. В VI веке киргизы подчинились тюркам Ашима. После распада тюркского каганата киргизские племена вошли в состав конфедерации Дулу, боровшейся за господство в западно-тюркском каганате. Экспансия Табгачей династии Тан привела к тому, что киргизы номинально подчинились императору в Чанане. И эти связи с Китаем сохранялись до 758 года. Правитель киргизов носил титул Эль-Табер в степной иерархии, считавшийся ниже титула Кагана. Но постепенно киргизы усиливались, и в конце VII века восточно-тюркский Эльтерес Каган признал их правителя равным себе, то есть Каганом. В 711 году восточные тюрки совершили знаменитый зимний переход через Саяны, разбили киргизского кагана и подчинили себе киргизов.
Это поражение ослабило киргизов, и в 758 году их покорили уйгуры, разгромившие восточных тюрок и ставшие новыми гегемонами в степи. Но подчинение уйгурам не было полным. Китайские источники сообщают, что киргизы постоянно воевали с уйгурами, пока в 840 году не разгромили их и не разрушили столицу уйгурского каганата, город Кара-Баласагун. Ныне это Улан-Батор. С этого времени начался период киргизского великодержавия, как назвал его академик Бартольд. Киргизы уничтожили государство уйгуров, часть уйгуров подчинилась им, а часть отступила, откочевав на юг в бассейн реки Тарим, где они смешались с местным населением и постепенно сформировали современный народ уйгуров, проживающий там и сейчас. Киргизские каганы распространили свою власть от Хингана до Семиречья и Тяньшаня. Однако они не стали переселяться на юг к китайским границам, возможно потому, что пустыня Гоби уже начинала свое расширение и становилась непригодной для жизни, и установили мирные отношения со всеми соседями, с Китаем, арабским халифатом, с Тибетом и Кимраками, предками казахов на западе. Из всех степных империй киргизский каганат был единственной мирной державой. Китайские императоры династии Тан считали каганов родственниками, так как происходили из той же фамилии Ли, как и легендарный первый правитель киргизов Ли Лин. Арабы регулярно отправляли к киргизам караваны. Это было развитое государство со своей письменностью, не похожее ни на последующее уйгурское древнемонгольское письмо, ни на другие системы, и происходившей от древнетюркских архонских надписей VIII века. У киргизов существовала развитая металлургия, не уступавшая китайской, основанная на древних традициях степной металлообработки алтайских и саянских кузнецов. В Минусинской котловине у киргизов было множество городов и деревень, как сообщают арабские географы. Они выращивали проса, то есть занимались не только кочевым скотоводством, но и земледелием. Это давало возможность каганам содержать и вооружать большое войско, по китайским сведениям 70 тысяч всадников. Позже киргизские хакасские воины служили наемниками по всей Евразии, а Золотаревское городище под Пензой в 1236 году защищали вместе с булгарами и русскими именно киргизские воины. Киргизский каганат просуществовал до Великой засухи X века. Его никто не завоевывал, не разбивал и не разрушал. Его погубило изменение климата. Засуха превратила Великую степь в пустыню, и каганат исчез вместе со стадами и воинами-кочевниками. Когда в конце X века засуха кончилась и кидане вторглись в степь, они не нашли там ничего. Киргизов не было. Опустевшие степи заселили пришедшие с востока из тайги лесные монгольские племена, перешедшие к скотоводству. Киргизы были последним тюркским народом, господствовавшим в Монголии. После Великой засухи X века этнический облик степи к востоку от Алтая изменился, и она приобрела нынешние очертания. Уцелели те киргизы, которые остались в благодатной Минусинской котловине, и те, которые в IX веке, во времена разгрома уйгурского каганата, переселились на запад в предгорье Тяньшаня в восточный Туркестан. Юлий Сергеевич Худяков, патриарх современной археологии Великой Степи, считает, что именно эта, ушедшая на запад в IX веке ветвь киргизов, стала ядром будущего киргизского современного народа. Те же, кто остался в Минусинской котловине, дали начало современным хакасам. Судьба ушедших в предгорья Тяньшаня киргизов была сложной. В X-XV веках происходил интенсивный процесс смешивания их с местными тюркскими и пришедшими с киданиями монгольскими племенами, усилившийся в составе империи Чингисхана. По-видимому, именно киргизы составили ядро воинов, поддержавших хана Хайду в Великой гражданской войне в Монгольской империи в конце XIII века. Среди внуков и правнуков Чингисхана.
В XV веке киргизы вошли в состав Моголистана, восточной части Чагатайского улуса. Затем последовал новый период смешения с монгольскими племенами, айратами или джунгарами. В XVI-XVII веках можно уже говорить о складывании современного облика киргизов на Тянь-Шане. Причем родоплеменная структура киргизов сохранила память о сложном пути создания народа, включая как тюркские племена Бостон, Карлуки или Дуулат, Дулу, Кипчак или Канглы-печенеги, так и монгольские, как Кераид, Канурат, то есть Камгераты, Китай, это Кидани, Найман, Сулдус. Монгольское влияние на этногенез киргизского народа несомненно, и оно больше, чем просто переформатирование степных родов под монгольскую имперскую систему, как произошло в Казахстане. Но надо отметить и обратное. Важную роль киргизов в формировании современного облика монгольского народа. Причем как айратов, джунгар и калмыков, так и нынешних халха-монголов. Киргизы – это последний среднеазиатский народ, который завоевал Монголию, двигаясь с запада на восток. И они же единственные, кто реально воздействовал на этногенез современных монголов. Интересно, что средневековый хан Хивинский Абулгази в родословии тюрок отразил сложный состав киргизов. Об их происхождении он написал так. У Агуз-хана, легендарного предка тюрок, был внук по имени Киргиз. Киргизы происходят от него. Однако ныне, это 17 век, конец 17 века, людей из прямых потомков киргиза мало. Могольские и другие племена, истощив свои пастбища и источники, пришли в юрт киргизов, поселились там и стали называться киргизами. Сами они знают, из какого рода племени происходят. Русские, которые завоевали Сибирь в 17 веке, киргизов и казахов не различали, называя их общим именем киргиз-кайсаки. Но за исключением краткого периода пребывания в одном ханстве в начале 16 века, пути этих народов всегда были разными. Во второй половине 19 века Киргизия вошла в состав Российской империи, а в 1936 году Киргизская АССР в составе РСФСР была преобразована в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику. С этого, собственно, и идет нынешнее киргизское государство. Бишкек – прекрасный город. Я там не раз бывал в 90-е годы. И несмотря на сложные процессы, которые сегодня происходят в Киргизии, я считаю, что у древнего киргизского народа с богатейшей историей есть все основания надеяться на успешное будущее. Ролики о Великой Степи, в том числе об истории киргизов, будут продолжены. Это всего лишь краткий обзор, чтобы современному русскому зрителю было понятнее, о чем вообще идет речь. Не забудьте подписаться, поставить лайк.